Гагра – один из красивейших и востребованных туристами уголков Абхазии. Новые частные гостиницы здесь появляются как грибы после дождя. Это, конечно же, радует. Но как живут простые горожане? С какими проблемами сталкиваются ежедневно? Как и во всей республике, основные проблемы связаны с перебоями в энергоснабжении, состоянием водопровода и канализации городских улиц. Детям тоже негде нам играть. Хоть детские площадки рядом были. Вот поколение маленькое растет, а никто об этом не думает. Строятся гостиницы, дома, а насчет детей нет. Мусор, чтобы город был чистый, чтобы люди смотрели и радовались. С первым долгом вот это, когда все будет прекрасно, когда чистота и порядок, и люди сами захотят дальше сами продолжать. Когда мусор лежит, я увижу, я буду курить, я туда же брошу. Когда чисто, я же не брошу, мимо пройду, где-нибудь на мусор ящик положу. Вот это с этого надо начинать. Но мы думаем, сейчас я лично думаю, и многие думают, горожане все выбрали на нового мира, достойного считаем. Посмотрим, пройдет время, все покажет. От Старой Гагры до так называемого района кемпинга в рамках инвестпрограммы на 2017-2019 годы идет укладка новых канализационных магистральных труб. Вот почему практически по всему городу перекопаны улицы, что, естественно, создает проблемы передвижения по городу. Работы будут проводиться в несколько этапов. Первый этап должны завершить до начала курортного сезона. От Старой Гагры до кемпинга это весь город надо перекопать, вложить новые трубы. Это сложная работа. Параллельно еще этим по инвестиционной программе идет постройка новых очистных сооружений. Где Пицунский мост, там у нас были старые очистные сооружения, которые тоже в ужасном состоянии. Мы туда качаем, и город Пицунда качает туда, и Гагра качает, и Пнари туда, фекалии все попадают. Ну, они там очищают, стараются очищать кое-как, и потом у нас труба идет где-то 1,5 километра в море. То есть уже более-менее очищено. В городе идут работы по улучшению водоснабжения. По предыдущей российской инвестпрограмме построены 3 бассейна, установлено 5 насосных станций, проведены водопроводные магистральные трубы. Сейчас идут работы по укладке разводящих труб. По завершению всех работ проблема водоснабжения города Гагра будет полностью решена. В программе турецкой компании построен. Таких у нас 3 бассейна разных размеров. Вот этот бассейн 4000 кубов. Это, чтобы всем ясно было, это где-то 160 цистерн железнодорожных воды. Это на город, на половину города хватает. Этот бассейн будет оборудован автоматическим режимом, то есть все насосные станции, которые подкачивают к насосной, они будут отключаться автоматически, включаться. Я думаю, на день нам хватает воды этой. Вот сейчас продолжаются работы по инвестпрограмме. От бассейна должна идти труба в город. Это разводящая сеть, которая будет сложности, правда, в горных условиях. Здесь надо копать глубина, чтобы она самотеком и шла. Полным ходом в Гагре идет строительство первой средней школы. Рабочие здесь трудятся в 2 смены, в каждой по 60 человек. Строительство школы должно закончиться в 3-м квартале 2019 года. На эти цели из инвестпрограммы выделено 357 миллионов рублей. Новая школа сможет принять 700 учащихся. Работы ведутся интенсивно, без остановки. Бетонные работы уже фактически заканчиваются по 3 корпусам. Начинаем заниматься кровлей. В знаменитом Приморском парке города в рамках инвестпрограммы также идут восстановительные работы. Очищаются пруды, восстанавливаются фонтаны и каналы, соединяющие все 5 водоемов. Предусмотрен ремонт архитектурных объектов и облагораживание ландшафта. Территория парка составляет около 115 тысяч квадратных метров, на которых сохранилось примерно 200 разновидностей растений. Раньше же здесь произрастало более 400 видов уникальных растений. Одним из острых вопросов не только в Гагре, но и во всей республике является проблема вывоза мусора. В конце прошлого года район получил 6 машин мусороуборочной техники. Как говорят коммунальщики, новые машины станут хорошим подспорьем в преддверии курортного сезона. Комбинат по благоустройству города, 2 техники мы получили, 2 новые машины. А по району всего 6 машин получили. Вот Пицандрепш, Лидзава, Пицунда и поселок Бзып. Спасибо, естественно, большое за эти машины. Ну, а все остальное, опять же, мы должны, естественно, сплотиться. Мы должны знать, что обязательно надо будет платить свои коммунальные услуги. И, естественно, поддержка республики нам необходима. Вот мы сегодня ездим, вы это все прекрасно видите.
Своими силами мы не все сможем сделать. Чуть более 2 месяцев осталось до начала курортного сезона. Как мы убедились, в Гагре не сидят сложа руки, но и проблем тоже немало. Руководство района надеется на помощь правительства в решении наиболее серьезных вопросов. По городу увидели, ведутся по инвестпрограмме нашими силами определенную работу по прокладке водоснабжения труб, канализационных труб, мусор убирается, но при этом не стоит скрывать те сложные проблемы, которые перед нами стоят, и мы надеемся, что правительство республики, если не окажет нам финансовую помощь, то есть сложности подготовки к летнему курортному сезону. От того, насколько будет удачным курортный сезон, зависит развитие не только Гагры и Гагрского района. Абхазия – курортная страна, и значит создавать условия для комфортного и безопасного отдыха в интересах каждого гражданина республики.